Важно углублять промышленную кооперацию. Она, собственно говоря, ускорит необходимое всем нашим странам импортозамещение и Союзу, и, конечно, укрепит экономическую безопасность наших стран. Ситуация с коронавирусом существенно повлияла на мировые рынки. По линии правительства нужно координировать меры по регулированию экспорта в рамках Союза с тем, чтобы сдерживать рост потребительских цен. Речь, конечно, в первую очередь идет о сельскохозяйственной продукции и сырьевой продукции. Это чувствительный вопрос для граждан наших стран. Очевидно, что наши приоритеты во внешней и внутриэкономической политике должны сместиться от кризис-менеджмента в сторону более долгосрочных целей и задач. В этой связи важнейшим направлением нашей совместной работы должна стать формирование и реализация повестки постпандемического развития ЕС с учетом текущих трендов на мировых рынках. В соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета 5 апреля текущего года Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Белорусская сторона выступает за скорейшую реализацию комплекса мероприятий, направленных на полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного движения товара, услуг, капиталов и рабочей силы. Вновь подтверждаю, что Россия искренне заинтересована в укреплении дружбы, добрососедства, партнерства, взаимного экономического развития с Туркменистаном. Мы бы хотели придать новый импульс двухстороннему взаимодействию, создать необходимые условия для перезапуска перспективных совместных проектов и инициатив в самых разных областях экономики. Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с Российской Федерацией. Конечно же, главным фактором динамичного развития двусторонних отношений является открытый дружеский политический диалог, сложившийся между президентами Туркменистана и Российской Федерации.